Так, вот мы приехали в Эмират Аль-Эйн. Тут совсем другая атмосфера, другая природа, можно сказать. Вот. Посмотрим. Смотрите, как красиво оформлены вот эти фонари около дороги, освещение другое. У него же, по-моему, 50 детей. Не знаю, да. Да, где-то здесь написано у него. 52. Да, с 4 да. Слушай, ну из тех, что как бы мужчины заслуживают внимания в родовом древе, там упомянуто только 3 или 4 его сына. Там мы сейчас увидим родовое древо. А сколько? 4. Ну, официально 4, я не знаю. Там были наложницы. Да, наверное, все это было. Слушай, ну это такая культура, настолько будет наоборот, что у нас тут все друг Ну, вот друга. это его портрет гениальный, конечно, вообще. Как его же сняли. А, вот это тоже он тоже. Это сын, это родственник, халифа, который, по-моему. Я так ничего не вижу. Он не любая, как раз не все сразу. Потихонечку подсобрали. И чья там? Ты Я сам- вообще в шоке. Ну, вот так. Первый раз? Ну, только Дальше, да. А система полива у них такая вот эта вот давно они, то есть, Ну, не просто колодцы, такие, как канавы. а у них там есть название, Да, всегда да. забывали, мы там еще прочтем заново. Ну вот, собственно, Аль-Нахиян Family 3. Не, мы заходим в Family 3, Аль-Нахиян это, собственно, Мы заходим. это правящая семья, и, собственно, вот они начинаются портреты от самых старых. Заед бин Халиф Аль-Нахиян, Заед Загрей. Ну вот этот портрет, условно, правитель, который лет 100 назад был. Почему-то они даты не пишут. Вот. Это, соответственно, их древо. Потому что они сами не знают, когда Да. Им же ничего не- Я тут в Ливу приезжал, в Ливе стоит крепость Матикуэна. И знаете, что написано на памятной табличке? Согласно устным преданиям, эта крепость была построена в 1950 году. 1950 год и устные предания. У вас как бы это... Лучик неба, да? Мне вот это нравится. Ну, конечно. Вот эта часть очень нравится. Красиво, да. Ну, древо шикарно, ну, мне нравится. Да. Ну, что, деньги красиво. позволяют, Все, это интересно. В таком стиле. А вот потолок, мне кажется, из соломы, да? Или камыш, или это что это? Что? Собственно, консолидировал, умер. Раньше, наверное, так и делали, просто они обновили. В Абу-Даби. И он же там похоронен, и на ним же круглосуточно читают Коран. Прочесть Коран стоит нон-стопом двое суток вроде как. И это почетная, в общем-то, должность. Для этого разных этих священников назначают, и они по очереди там круглосутка, персональный человек, то есть не запись, ничего. Да, Они вот прям останавливаются. круглосутки. Да? Ну, Коран, весь Коран. И круглосуточно Коран читать. Раньше, кстати, опять же, лет 5 назад можно было приехать в Белую Мечеть и подойти к его могиле и даже заглянуть, как там люди читают. Сейчас нет. Последние 2-3 года туда не подойдешь, потому Раньше что... можно было прям подойти к забору. Да, глянуть. Похоронен в Беларуси. Да. Сейчас там нет, нельзя. Там же очень сильно. Ты когда в последний раз там была? Ой, прям сильно изменилось. Там ты сейчас приезжаешь и попадаешь как в торговый центр, под землей проходишь, Под землей, и оказываешься в центре, а в центре там уже security тобой рулят. И, например, сейчас уже раньше, там, лет 5 назад на ковре можно было даже как-то пройтись. Сейчас это все кинуто пластиковые эти дорожки, которые легко монтируются, демонтируются. И на ковре можно пройтись только с экскурсией, которая там раз в час
пока еще остались. А вот сейчас вот получается неправильно. Он самая любимая, как я поняла. Да, Потому да. что это самое близкое к покоям этого Да? шейха. То есть у него же 4 жены, надо же было как-то определять, кто должен быть поближе, а кто подальше. Ну, половина какой-то жены идем, да? Да-да, мы идем Ну, это, в четвертую часть. какой-то ну, жены. это первое или как по... Нет, она, по-моему, не первая. Там бы, если был первый, было бы все легче, типа по статусу. А тут она, по-моему, какая-то не первая. Любимая. А. То есть любимая, да. К сердцу, дорогая. Ну, понятно. Представляю, как мы тут ходили, шили. Жень, с тобой это. А вот, кстати, обратите внимание, на самом деле выглядело это вот как-то вот так вот. Потому что строительного материала тут было только вот камни ближайшие, какая-то глина, грязь. А если бы мы поехали к реке, к рыбацкой деревушке, вместо камней мы бы увидели кораллы какие-нибудь. А вот это же облицовочка, это что, это же глины, какой-то хороший материал. А раньше, наверное, тоже было облицовано, но не так гладенько и красиво. Вот. Решетки мне непонятно, когда появились и зачем. Вот, но они есть. Двери, Дети не сбежали. Нет, подождите, дети шейха очень ценные. Эти здесь решетки были. Там решетки. даже от другой жены можно было удар в спину получить. Мы сейчас заходим в очень дорогую комнату, очень дорогую. И как определить, что она дорогая? Ровно две вещи. Тут есть шкаф и кровать. Все. Это капздец дорогая, богатая комната. Причем кровать, обратите внимание, не сильно так большая по текущим меркам. Ну, типа, упираются коленки у некоторых людей, ну, у нас, да. И тоже я не понимаю этого прикола, но в кроватях, в изголовье и в ногах, обратите внимание, зеркала. Причем они такие маленькие, но они с двух сторон находятся. А что это за прикол? Не знаю, я сам не знаю. Интересно. Вот видите, вот зеркало и вот есть зеркало. Реально, очень странно. По фэншую вообще нельзя же, да, напротив зеркала спать. Ну, вот, смотри, какой наводил. Ну, А не, это не наводил, это тоже. Вот эти штуки деревянные, видите, на них, по сути, висели керосинки. Вон керосиновая лампа на ней это стоит. И для свет был этого. на керосинках. Вот эти штуки везде, это как раз под керосинки деревяшки. Я как на экскурсии. Ну нет, это Это интересно. очень хорошая информация. Я бы была, те очень зеркала интересно. даже не Ну, слушай, а сундук какой А, замечательный. не, ну сундук это мы как в деревне у нас. Где что хранить? Единственная радость это сундук, который выполняет роль шкафа. Всего. Да, и у посидеть. которого на самом деле здесь же закрытая часть была с отдельным замочком, типа специально. Вот она, видимо, отломанная валяется, да. Это что, там денежку можно было? Ну там под какие-то важные вещи, чтобы. Драгоценности, Да. Паспорта. Замок, да. документ. Ну на полу у нас циновки из этого, И здесь вот Спальник закрывалось. да. Вот. Вот. А, кстати, дерево-то вот возникает вопрос, замечательно. А откуда здесь деревянные окна и двери? Это все дерево привезенное, это все не эмиратское, потому что в Эмиратах такого количества дерева не было. Это, скорее всего, Оман, либо вообще какая-нибудь Индия, потому что дерево это тоже, ну, богатое, да? богато. Финики же, финиковую пальму видели же на срез? Она как прутики, от нее толку Ну никакого. вот только такое. Не, из нее делали еще крыши, но Ну, здесь... вот тут, нет, внизу мы видели там такие эти. Да, мы, сплетенные. может быть, увидим, потому что здесь крыши тоже дорогие, богатые. Это получается детская, да? Ну да, тут заявлено как children's bedroom. А, Ну, здесь на самом деле приблизительно то же самое. Нет, стоим. Но здесь, кстати, вот какая-то традиционная арабская вышивка представлена. Я, кстати, был в Кувейте и с удивлением узнал, что вышивка на самом деле это кувейтская история, там очень с природой помягче, и там очень много делали ковров, вот таких штук плели, шатры плели, вот эти, которые они на становище ставят, это тоже вот в Кувейте центр был судостроительства и вот таких вот штук. Ну, постель покороче еще. А здесь зеркал нет. Здесь поменьше ребятишки были, Да, что ну, ли? а здесь зеркала, Для младших, видимо, зеркала. детей. И палки нет сверху. Да, балдахин. Ну, вполне возможно, просто во время этой... Балдахин же от насекомых, от всяких гадостей. Можно его так и тут накинуть.
кстати, а вот Тяжелое одеяло. раньше здесь на стенах еще висели ружбайки, кинжалы. Потом, спустя какое-то время, они обзавелись инвентарными номерами, а, видимо, еще спустя какое-то время количество ружбайки, кинжалов сократили, и я думаю, мы их где-нибудь увидим, но раньше практически... Они просто висели по всем стенам, да, я Да, помню, да, да. да. И стены толстые, чтобы и от жары, и от холода. Да, да, да. И окна маленькие тоже поэтому. Разговаривать, меджилиси, Ну, чаи. я уже как минимум одна мама 15 штук. Наверху, по сути, обзорная такая площадка, ну, как территория там для прогулок такая. Но сейчас это все закрыто, туристы. А здесь же стояли лестницы какие-то. Стояли и нельзя теперь. Так, идем туда. Да, по-моему. Обзорная сверху. Сейчас бы еще костюмы одеть бы эти. Какие-нибудь такие. Ну, здесь много помидор и огурцов. Посмотри. Вы же поверите. Да, огурцы, помидоры, здесь это... То есть лестницы, дерево же тоже экономили. Просто вот так вот в стены палки втыкали. Вот это уже веревка специально, чтобы люди не ходили. А лестницы выглядели вот так, просто палки вот сюда вот и туда наверх. Какому худенькому надо быть, чтобы тогда проскочить? Я бы, наверное, не проскочила туда. Такой упасть можно, себе еще можно. Да. Потом студенты ловкие должны быть. Ну, в любом случае, чтобы залезть по такой лестнице, надо быть хорошей физической формой. Они же сами по себе местные, они же худенькие, маленькие. Сейчас мы заходим в комнату шеф-хозяина и его жены. На самом деле вот этих, я так понимаю, вставок раньше не было, это вот кондиционирование выполняло. А сейчас, так как изнутри кондиционируется, чтобы не выходило, специально закрыто. Это которая жена? Фатима, которая Фатима. любимая. Мы же в стороне Фатимы. Это любимая жена Ну Фатима. вот видите, он тоже, походу, был не сильно высокий. Мгм. Как бы. Не густо. Да. Но вот здесь вот зеркала уже в форме сердечка выполнены. И тоже с обеих сторон. Романтика, да. Зеркала в форме сердечка. О, ну какая прелесть! Ага. Не просто он розочку же держал. Конечно. Не, ну а здесь у нас же всякие элементы из их жизни. Вот это типа дорогим гостям розовую воду, руки там сполоснуть. Это, видимо, под какие-то благовония, даже не знаю. Ну вот здесь вот уже кинжал висит, меч висит, но уже из разряда, чтобы не дотянуться. Вот. Пока он сердечек Так, а я забыла, для чего кинжалом. вот эти шатры. А вот это что такое? Это вот ставили ванюшку свою, ут, который сейчас везде... Бахур вот этот, да, пахнет. который воняет. Да, Да. а вот это, собственно, насколько я Да-да. понимаю, чтобы не запнуться и не это, не опрокинуть его, это же пожароопасно. А так Ага. вот он типа и воняет себе, В воняет. разные стороны. Ага. Да, да. Посуда, кстати, насколько я понял, основное происхождение в этом регионе и Саудовская Аравия и даже Оман, может быть, потому что в Омане очень много какого-то металла, достаточно мягкого, из которого делали посуду. Это на что-то бронзу похоже. Не Да. медь, не медь. Не, вот Или это медь. конкретно похоже на медь. Медь, но медь, в Омане, по-моему, бронза в основном была. Я думаю, я не один такой был, и как бы их много. Еще же тут прикрепили так, чтобы прямо, если что, никому Да. нет. Не пришло в голову. Да. Еще раз. Ох, а замочки, а двери какие. Вот замки тоже были, хотя вот одна семья, конечно же, закрывалась. Конечно, замки были, как уж без замков. Зашли, в другую вышли. То есть два входа, было, даже три, Я по-моему. думаю, скорее идея была как раз сквозняки. Здесь еще какое-то помещение. Да, ну там закрыто.
зафотографировано. Убивали, на углях делали, вкусности кушали. Вот это, кстати, если поехать на аналог Global Village, но в Абу-Даби, там есть национальная какая-то выставка, которая вечерами проходит. Тоже формат типа а-ля Global Village, разные рестораны, но там интересно, что сидят мастерицы местные, и можно посмотреть, как они вот такие штуки плетут традиционные. По сути, это что, коврик под еду, собственно, поставить еду и накрыть ее, чтобы ничего не попортилось, никто ее не поел. Ну и вот в том числе тара под еду, например, здесь вот... Тоже ее делают? Да, тоже делают. Это все пальмовые эти листья. Да. Как-то они очень красиво. Они же пальму максимально утилизировали. Вот, собственно, делали всякие коврики, даже метелки для дома, обветриваться, веники, циновки, Они на не которых успевали настоять. восстанавливаться, наверное. Не, ну почему? Вот финики, из фиников, соответственно, там что, они сок собирали отдельно, вот этих комнатах хранения фиников там мешками скидывали, сок собирался, и вот этот грейт сироп можно же купить. Да. А сами финики высыхали, использовались для еды, а сами стволы деревьев использовали на самом деле для этого нету. В комнате, ну, видимо, не так уж много гостей за одно время было. Ну, обстановка та же самая, дорого-богато, кровать, шкаф. Но здесь еще зеркало, кстати, мы видим внезапно. Ну, девчонки, потому что... Ну, нет, наверняка зеркала есть везде. Здесь же это все-таки надо понимать музей. Что было, то и собрали. Опять зеркала. Ну, вот я не понимаю, зеркала на кровати. Может быть. Надо Ну, спросить как она внизу. утром встала, на себя Надо спросить посмотрела. внизу, когда будем прокатиться, спросить, почему зеркала? Я такого не видела никогда. Вот я в многих музеях была. Может, это для... Вам не кажется, что это уже, опять же, для безопасности? Ну, туда. Вон там дверь всегда закрыта была. Сегодня можно туда заглянуть. Вон там вот слева дверь, она вечно закрыта была. Ну, слушай, ну, вода... Ой, вот прохладка какая-то. Потому что в теньке ветерочек, пальмы, водичка, все это создает такую... И вот эти решетки, наверное, где этот... Комфортно все было сделано. Комфортно, да. А это очередная тоже, видимо, посидели, поболтали, кофе попили, поразвлекались. Здесь ничего нового с Подожди, точки. а где эта комната? Комната, или мы еще не дошли Ну, до для совещания? Маджлиса мы еще дойдем, там еще далеко идти. Деревья так эти листья сухие осыпаются, и на солнце так это только что так посыпалось, как будто как сахар. Так и на солнце оно так золото. Красиво. Прекрасно отцветают, и они опадают. Это вот две вещи в Японии, зачем они созерцают. Это сакура, но туда очень много туристов ездит. И мамодзи. В этот период туристов мамодзи. Это когда клены желтые, золотые, красные отцветают, и вот лепестки вот эти вот. Все желтым ковром покрыто золотистым. Да ладно? Да. Круто очень. Ну что, японцы умеют остановиться и Созерцать. посмотреть. Явно убийство, когда человек вычеркивает себя из социальной жизни. Такие Какой мостик, Да, чтобы красиво. переходить, чтобы не перепрыгивать и шаг сделать, а вот чтобы пройти красиво. Ты же не будешь бабай прыгать? Да. Мам, садись. Нет. Мамы, садитесь, мам. Нет? Можно? Что, А можно, Нет, что ли? конечно, музей развалится после... Назначение, Ну, она не наверное, просто- это современные. Это музеи, стопудово. Девчонки, представляете, какие у них были ноги сильные, да, это, ноги, руки, все это. Сто раз сядь. Диван, да, вот эти перила, просто две подушечки Да. круглые по бокам. Надо полагать, они без... Да, ну вот, кстати, видно, вот оно уже все скучивается. Вот это вот, как бы. Тут какая-то реставрация рано или поздно потребуется. На территории, понятно, крепости была свой колодец. Вот, кстати, тут остатки местного ведра и вообще все меха это сделаны из кожи этих козочек, овечек. Вот они такие мешки по сути. Ну и видно, что там есть какая-то...